Маннан Ахмад, шейх из Кашмира, спрашивает: во всем мире становится популярна игра PUBG. У многих она вызывает психологическую зависимость. Люди непрерывно играют в нее каждый день. Машаллах. Недавно вышла обновленная версия игры, в которой игрок восхваляет идолов для обретения дополнительных сил. Являются ли такие игры запретными, то есть харамом, или проявлением язычества, ширка для мусульманина, если сценарий игры предусматривает поклонение идолам? Похожий вопрос от Абдуллаха из Нью-Джерси, США. Можно ли играть в видеоигры? Позвольте мне начать со второго вопроса, а потом мы перейдем к первому. Если говорить о видеоиграх, то за последние 10 лет мы стали свидетелями революционных изменений. Я помню, когда я еще сам был подростком, лет 35 назад, у нас были игровые салоны, в которых за определенную сумму можно было поводить машину на игровом автомате. Такие у нас были игры лет 30-35 назад. Не то чтобы я был фанатом видеоигр, но пару раз доводилось поиграть. В таких играх развлекательного характера я не вижу никаких проблем. Но со временем мы стали наблюдать кардинальные изменения, из-за которых все в корне поменялось. И сегодня, когда мы читаем статьи с очерком электронных игр, к большому сожалению, мы видим, что многие из этих игр являются харамом. Причина в том, что многие эти игры содержат в себе элементы, запрещенные исламом. Я приведу вам пару примеров. Возьмем, скажем, видеоигры, в которых содержатся множественные сцены убийств и насилия. Чем больше убийств вы совершаете, тем больше вы наберете очков, необходимых для того, чтобы стать победителем. Некоторые из убитых просто случайные жертвы. А убийство в исламе, убийство любого невинного человека, является вторым тягчайшим грехом. Некоторые игры прославляют колдовство, что является третьим тягчайшим грехом в исламе. Некоторые видеоигры призывают к нападкам на ислам. В таких играх вы получаете 1000 очков, если вы разбомбите Мекку. Или же 500 баллов, если вы разрушите Медину. В некоторых играх по сценарию идет война не мусульманского государства с мусульманским государством. И мусульманское государство представлено слабым. И если вы одержите над ними победу, то выиграете игру. Такого рода игры, принижающие ислам, критикующие ислам или противоречащие принципам ислама, все они являются харамом. Во многих видеоиграх присутствует полное обнажение. Судя по очеркам из статей, сегодня все виды автогоночных игр содержат изображения непристойно одетых девушек. Они появляются в бикини, на них едва видна одежда, что выставляет их тела на обозрение. Все это харам, нагота, бесстыдство. Даже в обычном спорте мы сегодня встречаем непристойный внешний вид. Это неизбежно, когда целью стоит повысить популярность игры. Есть игры с элементами азарта, есть игры, в которых изображается употребление алкоголя. Все это харам. Даже если вы физически не выпиваете, но если вы виртуально участвуете в совершении запретного, то игра становится харамом. Все это отдаляет детей от ислама. К сожалению, многие родители-мусульмане сегодня осознанно покупают такого рода игры своим детям. Они даже не беспокоятся, дозволено это или нет. Для них это не представляет особой проблемы. Они аргументируют: а в чем проблема? Мой ребенок не пьет, никого не убивает. Это всего лишь игра. На самом же деле, такие родители только отдаляют своих детей от ислама. Они просто калечат им жизнь. Если кого и следует винить, то не детей, а их родителей. Сегодня все, что нужно многим родителям для того, чтобы успокоить своего ребенка, это сунуть ему смартфон. Пока ребенок занят смартфоном, родители могут продолжать заниматься своими делами в соцсетях. Что же происходит? Они дают смартфон 4-летнему или 5-летнему ребенку и хвастаются тем, что их ребенок уже хорошо умеет пользоваться смартфоном. Вы же просто гробите жизнь своего ребенка. Что из того, что ваш ребенок умеет пользоваться смартфоном? Когда он вырастет, он сможет достаточно легко научиться пользоваться смартфоном. Зачем ребенку смартфон? Тем более, если большинство электронных игр являются харамом. Если же мы проанализируем современные электронные игры, то в подавляющем большинстве этих игр используется музыка.
А музыка является харамом в исламе, как и определенные звуковые эффекты. Таким образом, если мы проанализируем и проверим, что большая часть этих игр, может быть 80, может 90%, или даже больше, просто я лично не проводил опрос, это согласно отчетам, все они побуждают к совершению запретных действий, прямым или косвенным образом. Поэтому такие игры следует запретить и всячески беречь своих детей от них. Что же касается первого вопроса в отношении игры под названием PUBG, кстати, полное название игры с аббревиатурой PUBG — «Поле битвы неизвестного игрока». Многие из тех, кто играет в эту игру, может и не знают ее полного названия. Разумеется, я лично не играю в эту игру. Просто в последнее время название PUBG очень часто встречается в новостях. Поэтому я решил немного почитать о ней. Сегодня это одна из самых популярных игр в мире. Она вышла в марте 2017 года, уже более 3 лет назад. Сначала это была пробная версия, а окончательная версия вышла в декабре 2017 года, то есть около 2,5 лет назад. К концу 2019 года объемы продаж достигли рекордного уровня. На данный момент уже продано более 60 миллионов игр. 600 миллионов скачиваний только на смартфоны. Подумать только, 600 миллионов скачиваний. Получается, что почти 8% мирового населения скачали эту игру. А если взять детей, то получается, что ее уже скачала 1/3 населения школьного возраста планеты. В основном сюжет игры построен на убийствах. Чем больше вы убьете, тем больше очков вы наберете. При этом вам необходимо выжить. И если вы последний оставшийся в живых, то вы становитесь победителем в игре. Можно играть одному, а можно в группе до 100 человек. Хотите, играйте в одиночку. Хотите с друзьями в режиме онлайн. Даже можете играть в группах по 2, 3 или 4 человека. Победителем становится группа, сумевшая выжить. Самая настоящая зависимость. Многие электронные игры, включая PUBG, отдаляют людей от ислама. В них харам. Более того, если наступает время молитвы и звучит азан, ребенок продолжает играть. И в итоге пропускает молитву. Даже если он и помолится, большая вероятность того, что он сделает это в самую последнюю минуту, прямо перед наступлением времени следующей молитвы. Все это отдаляет человека от Аллаха Субхану ва Тааля. Психологическая зависимость является причиной проблем не только среди детей мусульман, но и не мусульман. До такой степени, что разработаны специальные приложения для избавления детей от PUBG-зависимости. Но наш вопрос затрагивает последнюю версию PUBG, которая вышла 18 апреля 2020 года, то есть пару месяцев назад. В этой новой версии игроку необходимо восхвалять идолов. Иными словами, поклоняться идолам для того, чтобы пополнить свой арсенал оружия и экипировки, чтобы убивать больше людей. Все это уже ведет к высшему уровню многобожия, то есть к ширку. Убийство является вторым тягчайшим грехом в исламе, а ширк — это самый тяжкий грех в исламе. Мы уже не говорим об убийствах, о музыке, обнажении и так далее. Поклонение идолам — это тягчайший грех. А игра пропагандирует поклонение идолам. Поэтому родителям, безусловно, следует проявлять строгость и запретить не только PUBG, но и другие игры. Есть лишь малая малость игр, которые можно охарактеризовать халялем. Так, для развлечения. Если они не противоречат шариату, то они разрешаются. Возможно, на рынке и есть электронные игры без запретных элементов или соответствующие нормам шариата. Но лучше их избегать, за исключением тех случаев, когда вы твердо уверены, что они отвечают требованиям шариата и не противоречат принципам ислама. Я открыто призываю родителей мусульман не лениться и не пытаться занять своих детей с тем, чтобы заниматься своими делами. Вы просто калечите жизнь своих детей, да и свою жизнь тоже. Ведь если ваш праведный ребенок помолится за вас, то вы сможете попасть в рай. Следовательно, игра PUBG однозначно является харамом. Ранее уже неоднократно были изданы фетвы о запрете на эту игру, но с учетом новой версии, где присутствует идолопоклонство,
Нет никаких сомнений, что PUBG является харамом. Я призываю родителей мусульман и их детей не играть в эту игру и держаться от нее подальше.